Вопросы, связанные с экологией и сохранением природы, в этом году стали как никогда актуальны для жителей самых разных регионов нашей страны, в том числе и для якутян. И в республике проводится много исследований по мониторингу и сохранению окружающей среды. Какие мероприятия проводятся в Вилюйской группе улусов? Мы спросили у главного эколога компании «Алроса» Полины Анисимовой. Полина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Насколько сегодня важна экологическая ответственность крупного бизнеса? Ну, настолько же, насколько важна, например, экологическая ответственность и нас с вами, да, как граждан, то есть не только там Российской Федерации, но и в том числе Республики Саха-Якутия. Безусловно, то есть тот вклад, который вносит компания, ну, я сейчас говорю про компанию Алроса, он, безусловно, масштабный. И мы выступаем как бы не только вектором, да, и флагманом, то есть, но мы призываем другие юридические лица, другие компании, которые работают в этом регионе, следовать нашему примеру. Понятное дело, что сейчас к экологическому вопросу приковано огромное внимание, и крупный бизнес и до этого, как и «Алроса», я уверен, в этом участвовали в огромных исследованиях, мониторинге, но за последние 2 года, может быть, появились какие-то новшества. По сути, в принципе, мониторинг в той или иной форме, он осуществляется всегда. То есть его осуществляют юридические лица, то есть его осуществляет непосредственно само правительство, то есть в лице Министерства экологии. Но, конечно, такая масштабная работа, то есть чтобы одномоментно проводились исследования по различным направлениям, она, наверное, вот, поднята впервые. Предыстория заключается в том, что на протяжении 2019 года по итогам множества совещаний, переговоров, рабочих встреч было подписано трехстороннее соглашение между акционерной компанией «Алроса», Республика Саха-Якутия и Фондом будущих поколений, которое предусматривало, что компания будет в стопроцентном объеме финансировать проведение научно-исследовательских работ по таким, наверное, самым больным темам. То есть это экология, это медицина, ну и мы, как мы ее называем, такая техническая тема. А расскажите, какова роль «Алроса» в медико-биологических исследованиях и мониторинге Вилюйской группы улусов? Ну, как я уже говорила, то есть мы финансируем три основные темы. То есть первое – это экологическое, это проведение научно-исследовательских работ непосредственно в пойме реки Вилю и ее ближайших, то есть притоков, это река Марха, то есть и остальные, то есть реки и озера. Вторая тема – это вот как раз медико-биологическая. Это проведение научно обоснованной именно оценки состояния, текущего состояния здоровья населения Вилюйской группы улусов. И что очень важно понимать, что результатом этой темы будут не только ну, как скажем так, результаты, да, то есть там здоровье населения, но в том числе психоэмоционального настроения, осведомленности граждан, то есть как им нужно реагировать в той или иной ситуации, и в том числе, что очень-очень важно, ну, по моему, опять же, субъективному мнению, это будут даны рекомендации, то есть что необходимо делать, в каком направлении необходимо дальше работать, то есть развиваться, то есть и на какие вот именно точечные аспекты нужно больше делать упор. А можно подробнее, какие исследования уже проведены? По всем трем темам уже в сегодняшний момент проведены начальные этапы, первые этапы исследований, то есть отчеты уже сданы. Ну, можно сказать, во-первых, что каждую из тем взял на себя, как исполнение этой темы, взяли на себя научно-исследовательские институты, именно базирующиеся, располагающиеся в Якутии, то есть никаких сторонних институтов, то есть там с другим географическим расположением, то есть на эти темы не выходили. То есть институты имеют не просто высокую квалификацию, да, и достаточно очень сильный педагогический, то есть состав и профессора, и эксперты, они имеют, конечно, очень большую базу накопленных данных, потому что каждая из тем предполагает проведение исследований не только текущего состояния, но обязательно сравнение, а что было раньше. Да, мы же тоже, к сожалению, очень часто слышим, да, что в детстве мороженое было вкуснее, чем оно сейчас. Поэтому и экология, и медицина, к сожалению, тоже сталкиваются вот с такими сравнительными характеристиками, что раньше вода была чище, воздух чище, да, люди, например, раньше меньше болели, чем сейчас. К сожалению, это не всегда правда. Поэтому, то есть вот для того, чтобы как раз и получить итоговую, качественную, экспертную именно оценку, как раз и проводятся все вот эти исследования. На сегодняшний момент выполнены натурные обследования, выполнены, то есть были экспедиции, то есть в ходе экспедиции проводились забор проб, различные исследования. По третьей тематике, которая заключается, вот, как я говорила, техническая, да, это поиск альтернативных источников водоснабжения, потому что на сегодняшний момент Вилюйская группа улусов пользуется водой непосредственно из реки Вилюй, но мы знаем,
знаем, что по гидрогеологическим режимам, по геологическим разрезам, да, есть водоносные горизонты, которые, ну, необходимо оценить на возможность пригодности, также использования их в качестве хозяйственно-питьевых целей. Это, конечно, фондовые данные, да, это ранее, там, 80-х, 90-х или даже в 70-х годах проведенные инженерно-гидрогеологические изыскания. То есть вот эти исследования проводятся. Первые отчеты были представлены, они были комиссионно рассмотрены, поэтому первый этап он прошел. Он не означает, что темы не завершаются, то есть следующие экспедиции, на следующее натурное обследование будут продолжены уже по экологии. Это обязательно, конечно, устойчивые теплые температуры, то есть, значит, мы ждем весну 2021 года. По медицине, ну, наверное, когда вот у нас спадет текущая тяжелая эпидемиологическая обстановка, потому что, к сожалению, да, она внесла свои определенные коррективы. Интересно, когда будут закончены все исследования? Каждая из тем рассчитана на проведение исследований в течение 2 лет. То есть в декабре 2021 года мы ожидаем итоговые отчеты финальные по каждой из 3 тем. Эти отчеты точно так же будут представлены комиссионно на рассмотрение, на согласование, и результаты этих отчетов будут, конечно, являться основой для принятия дальнейших управленческих решений как раз по развитию эколого-медицинского благополучия, то есть непосредственно Республики Саха-Якутия и людей, проживающих на этих территориях. Понятное дело, что об итогах сейчас говорить еще рано, но можно ли говорить о каких-то мерах, которые уже сейчас принимаются? Ну, конечно, то есть здесь, знаете как, об итогах окончательных, да, конечно, говорить преждевременно, потому что представлен только первый отчет, и потом будет второй отчет, и потом будет финальный отчет. Но то, что лежит на поверхности, да, и то, что видно невооруженным глазом, это, конечно, уже сегодня можно делать определенные заключения. Эти заключения компания, в принципе, не дожидаясь даже каких-либо научно-исследовательских работ, то есть мы сами это видели, мы сами это понимали, и, например, на протяжении конца 2019 года и 2020 года за счет компании проводились оснащение отдельных улусов именно станциями водоподготовки. Но для того, чтобы уже сегодня мы видели эти проблемы, они лежали на поверхности, да, то есть, потому что каждые рабочие группы, то есть экологического характера, технического характера, энергетики, мы же все проехали по Вилюйским группам улусам, то есть мы своими глазами видели, как на сегодняшний момент происходит, какая обстановка. Ну и зачем ждать, да, какие-то исследования, когда можно уже сегодня предпринимать какие-то действия. Вот исходя из этого компания финансировала как раз параллельную программу «Чистая вода», то есть в рамках которой в улусы были приобретены мобильные, где-то стационарные именно установки по очистке и водоподготовке поверхностной воды до ПДК, которая позволена, предельно допустимая концентрация, я даю расшифровку этого определения, которая позволила бы ее использовать на хозяйственно-питьевые нужды. Как повлияла история с коронавирусом на вашу работу? Ну, у нас, к сожалению, например, 2020 год достаточно сильно провис из-за пандемии, чем сравнительно 19-й. В 2019 году, я вот не зря говорю, я проехала всю Вилюйскую группу улусов, то есть лично, да. Мы записывали те проблемы, которые существуют. Мы же очень плотно работаем с населением, в том числе с подрастающим поколением. Вот так, например, в прошлом году мы 2 школы в Ильгя и в Мааре передали им безвозмездно, естественно, то есть 2 мини-экспресс-лаборатории. То есть это вот как раз, чтобы дети могли в ходе каких-то пионерских, сейчас уже нету пионерских лагерей, да, как вот эколагерь, например, да, или какой-то кружок по географии, могли, то есть сами выйти, например, да, то есть на берег реки, какие-то простые действия совершить, да, и отобрать какие-то пробы и провести, то есть простые исследования. Это интересно, это увлекательно, то есть это им натурно показывает, да, что когда кто-то где-то говорит, что все плохо, да, они могут своими руками, своими глазами убедиться, что нет, это не всегда так. То есть это как-то, наверное, расширяет наш кругозор. То есть на 2020 год было приобретено таких 10 еще лабораторий, и мы должны были проехаться уже по 10 детским школам и интернатам в том числе, для того, чтобы опять раздать. Но, к сожалению, мы были вынуждены перенести это мероприятие на 2021 год, потому что есть ограничения, связанные, да, с эпидемиологической обстановкой. Поэтому мы извинились и сказали, что ничего не отменяется, просто немножко переносится по времени. То есть мы в такую нашу, скажем так, эколого-социальную экспедицию поедем в следующем году. Полина Сергеевна, спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Всего хорошего. Берегите себя, берегите природу и не болейте.